Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Небо над столичным аэропортом Внуково вновь закрывали из-за беспилотника. Часть рейсов перенаправили в другие аэропорты московского авиаузла. Достаточный потенциал для эффективной работы. Представлены новые руководители двух территориальных органов внутренних дел. Праздник самой мирной профессии. В преддверии Дня строителя в республике проходит строительный форум, деловая программа которого посвящена мастер-плану Якутска. Машины полностью отремонтированы и готовы к эксплуатации в боевых условиях. Бойцам СВО направят еще 3 автомашины УАЗ. Ведущие бойцы Якутии из зарубежных стран выйдут в октагон. В Якутске продолжается подготовка к международному турниру по ММА. Небо над столичным аэропортом Внуково вновь закрывали из-за беспилотника. Задержали прилет 19 рейсов, а также вылет 4. Часть рейсов перенаправили в другие аэропорты московского авиаузла. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены с 9 часов 40 минут по московскому времени в целях безопасности. Как написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, дрон был ликвидирован силами ПВО. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал, серьезных разрушений нет. На месте работают экстренные службы. С космодрома «Восточный» запущена ракета «Союз» с российской лунной станцией «Луна-25». Она стала первой за почти 50 лет. Старт прошел штатно. Предполагается, что станция проведет на орбите от 3 до 7 суток, готовясь к мягкой посадке, уточнили в Роскосмосе. 21 августа станция должна приземлиться в южной полярной области Луны, после чего займется проведением научных исследований. Срок ее работы рассчитан на 1 год. Глава Роскосмоса Юрий Борисов добавил, что в случае успешной миссии запуск следующих 2 спутников на Луну состоится в 2027 и 2028 году. Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел совещание, на котором представил личному составу руководителей 2 территориальных органов внутренних дел. Указом президента Российской Федерации на должность начальника УМВД России по Магаданской области назначен полковник полиции Дмитрий Князев. Начальником УМВД России по городу Севастополю стал полковник полиции Сергей Сигунов. Глава ведомства кратко остановился на трудовых биографиях вновь назначенных руководителей и подчеркнул, что они обладают достаточным потенциалом для эффективной работы на новых, более ответственных участках. Банк России планирует начать раскрывать детали обсуждения решения по ключевой ставке, в том числе рассматриваемые альтернативные решения и аргументы в их пользу. Кроме того, в планах регулятора расширить круг публикуемых показателей макроэкономического прогноза, а также опубликовать код используемых прогнозных экономических моделей. Центробанк также намерен разработать и использовать постоянный набор показателей устойчивой инфляции для регулярной коммуникации и расширять использование практики многослойной коммуникации, когда один и тот же материал адаптируется для разных целевых аудиторий. Ну а Якутия готовится отметить День строителя. Первый строительный форум собрал многих представителей отрасли в Якутске. А деловая программа была посвящена презентации мастер-плана Якутска. Сергей Михедов обо всем по порядку. Работаем на рынке с 2008 года. Забота о близких и стремление к достойному будущему. Крупное событие для строительства Якутии. Первый строительный форум в стенах музея «Россия. Моя история» собрал ярких представителей отрасли, строительные компании, магазины, архитекторов, риэлторов, поставщиков оборудования, транспортные компании и многих-многих других. На открытой сцене, на парковке парка обсуждают актуальные вопросы дизайна и строительства. Идут открытые лекции. Представлена выставка строительной техники и материалов. Этот форум впервые объединил на одном поле практически всех строителей. Ну и вот что об этом мероприятии нам рассказали организаторы. Это площадка для обсуждения. Мы проанализировали мероприятия, которые проходят в этой отрасли, строительной отрасли, с участием именно строителей. И поняли, что возможно, есть дефицит в организации именно таких площадок. Строители – это в первую очередь предприниматели.
Это, в первую очередь, бизнес. В конференц-зале приглашенные спикеры, практически все из них опытные строители, рассказали о реализации в Якутии крупных и важных для региона программ, например, программы переселения из ветхого и аварийного жилья, о планах строительства объектов, цифровизации отрасли. Интересная и особенно актуальная тема – это мастер-план города Якутска. С него началась официальная часть мероприятия. Лично выступал мэр Евгений Григорьев. И вот что он рассказал о мастер-плане города. У нас миссия, которую мы предлагаем, и то, к чему мы стремимся. Мы реально хотим сделать нашим с вами трудом совместным наш город лучшим городом в мире, в наших климатических условиях, в тех реалиях, в которых мы живем. И мы должны сделать такие стандарты проживания на севере, которые будут являться метрикой для всех, кто живет в таких же климатических условиях. Мы верим в это и видим, какие предпосылки в этом есть. Как я ранее сказал, здесь представлено множество различных проектов. Один из них представила дизайнерская компания. Давайте посмотрим, что они здесь показали. Давайте рассмотрим паровой камин. Паровой камин работает на воде, на дистиллированной воде или фильтрованной воде. Просто испаряется вода, как увлажнитель воздуха, дает вау-эффект. Вы, наверное, видели в одном из ресторанов города Якутска. Также у нас есть биокамины, они работают на биотопливе, полностью автономные, ничего не требуется, дыма, копоти, гари нету. В результате первый строительный форум стал отличной площадкой для строителей и участников цикла показать себя, может быть, познакомиться, заключить различные договоренности. И есть уверенность, что в будущем это мероприятие станет традиционным и будет расширяться. Особенно перед Днем строителя это мероприятие имеет особую актуальность. Безусловно, День строителя – праздник самой мирной профессии, который объединяет людей разных специальностей. Ну а в Южной Якутии чествуют тех, кто внес вклад в строительство Нерюнгри, кто жил в палатках и возводил новые дома и улицы, кто посвятил свою жизнь молодому городу, ставшему для них второй родиной. В далекие 70-е, когда БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой, на север со всех уголков необъятной страны ехали молодые люди. В то время Нерюнгри только появился на карте Советского Союза. И только началось строительство нового города, ставшего столицей Южной Якутии. Я работала на заводе. И ехала на маршрутке в автобусе, в микрач. Заходит папа с дочкой, девочка годика 4. И заходит она... шубка такая, торбоза на ней, шапочка с оленей. И говорит: папа, когда мы уедем с этой грязной лужи на этот БАМ? А я думаю, а что это за БАМ? Я, например, не слышала еще. Прихожу домой, и сюжет рассказывает про БАМ. И я мужу говорю: слушай, поедем. Вот так Раиса Павлинская с мужем приняли решение переехать из Киргизии в Якутию. Молодых людей не пугали суровые морозы и жизнь в палатках. Все силы были брошены на строительство нового города Нерюнгри, поселков, объектов Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса. Первостроители – это весьма особенные люди. Они возводили не только стены нашего Нерюнгринского района, наших поселений, нашего города. Они в целом создавали дух и культуру. Это ведь были романтики, которые приезжали в тайге строить город-сад. Город Нерюнгри строился на глазах. Возводились новые дома, появлялись проспекты, школы и детские сады. И в то время каждый вносил свой личный вклад. Учителя, работники предприятий красили, белили, убирали мусор. Это была одна большая стройка. Стали строить телецентр. Но на телецентре как? Мы работали на бетономешалке. Тяжелая работа. Нормально. Где надо было просеять песок, надо в бетономешалку закидали. Даже такой был случай у нас. Мы с подругой, Ирина у меня с Алей была, мы вместе с ней работали. И она говорит: интересно, а что это крановщик прыгает? Я говорю: так холодно. А нам жарко было. Тогда морозы большие были, 45-50, а мы работали, нам просто жарко было. И мы не замечали этого холода. Первостроители – это те люди, которые помнят, как на их глазах среди тайги вырос красивый и современный город. Это люди, которые в первое время жили без элементарных удобств, но были настоящими энтузиастами, с верой в большую мечту, которая сбылась благодаря их мужеству и героизму. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри.
Госавтоинспекция республики с 11 по 13 августа, а также все выходные дни до конца лета будет работать в усиленном режиме. Особое внимание уделят выявлению грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с водителями без прав на управление транспортом и в состоянии опьянения. Также мероприятия будут направлены на установление случаев выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних. Кроме того, усилит профилактику нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами, мопедистами и мотоциклистами. Состоялось торжественное вручение 3 автомашин УАЗ бойцам специальной военной операции. Заместитель генерального директора компании «Якутскэнерго» по управлению ресурсами Сергей Куртуяхов вручил ключи от автомашин председателю Единого координационного центра Андрею Федотову. Машины были полностью осмотрены, отремонтированы и готовы к эксплуатации в боевых условиях. Также вместе с техникой отправят посылки с необходимыми вещами и военным оборудованием в зону проведения специальной военной операции. Транспорт на фронте всегда нужен, он лишним не бывает, потому что он на фронте – это расходный материал. Они быстро выходят из строя, потому что очень тяжелые условия эксплуатации, конечно, их там не берегут, на них надо ездить и выполнять задачи. Поэтому любой транспорт, он всегда востребован. Уже несколько автоколонн, наверное, мы направили из республики от разных предприятий, граждан, самый различный автотранспорт. Это говорит о том, что народная поддержка армии, она ширится. Мы это чувствуем по тем инициативам гражданским, которые поступают все больше и больше. Мероприятия, проводимые алмазодобывающей компанией «Алроса» в целях сохранения биоразнообразия, ориентированы на предупреждение и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Экологическая безопасность включена в систему ценностей компании и является одним из ключевых приоритетов. Сегодня компания занимается изучением и сохранением краснокнижного гуся-пискульки. Подробности в следующем материале. По результатам исследований прошлых лет на территории ресурсного резервата Беке был обнаружен сокращающийся в численности вид птиц, занесенный в Красную книгу страны – гусь-пискулька. Сегодня «Алроса» в сотрудничестве с Институтом биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук ведет работу по исследованию численности популяции гуся-пискульки, путей их миграции и выявлению главных причин сокращения вида. Были проведены экспедиции по дельте реки Муна, то есть где находится популяция, то есть этой замечательной птицы. Уже в прошлом году было установлено 6 GPS-передатчиков на отдельные особи для того, чтобы отследить их пути миграции. Дело в том, что гусь-пискулька не зимует в республике Саха-Якутия, а улетает в теплые края на озеро Паянка в республику Китай. По итогам проведенной на территории долины реки Муна экспедиции не было выявлено негативного воздействия компании на состояние окружающей среды, что подтверждается присутствием краснокнижных видов, ростом количества гнездовий в нижнем течении реки. В начале 2023 года результаты исследований были представлены на международной конференции «Гусеобразные Северной Евразии» в Санкт-Петербурге. По нашим данным, там обитает около 12 пар пискулек гнездовых с птенцами. И кроме этого, там еще есть холостые особи. Все это показывает о том, что река Муна, она находится в нормальном состоянии. Там помимо вот этих наших гусей, пискулек, обитает также гусь-гуменник таежный, тоже подвид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации. Кроме того, там есть сокол-сапсан, орлан-белохвост, ну и другие водоплавающие виды птиц. Поскольку «Алроса» стремится соответствовать международным стандартам лучших научных природных организаций, выдающимся примером которых является национальный заповедник китайской провинции Цяньцзи озеро Паёнг, компания решила не останавливаться на достигнутом. В этом году планируется подписание трехстороннего меморандума между «Алросой», институтом и нашими китайскими коллегами, то есть данного заповедника озера Паянг, о сохранении, то есть и исследовании популяции, то есть непосредственно гуся-пискулька. Учитывая значимость данной работы, компания решила в 2023 году продолжить эти исследования на следующий год и на следующий сезон, и уже в этом году было установлено еще 10 передатчиков. Итоговую работу мы планируем получить уже в сезон 2024 года.
В 2022 году компания в 6-й раз попала в рейтинг открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний Российской Федерации, заняв в нем почетное 5-е место из 39. Сохранение биологического разнообразия – неотъемлемая часть деятельности «Алроса». Поэтому компания реализует мероприятия по защите и восстановлению биоразнообразия экосистемы. Власий Сергеев, Мария Кардашевская, Иван Яковлев, Виктор Дьячковский, Якутск. Но в птицеферме села Орлах Мирнинского района содержится 64 тысячи несушек. Ежегодно они производят 16 миллионов яиц. Этого достаточно, чтобы обеспечить все потребности района. Отличие яиц совхоза от новых привозных – это яйца коричневого цвета. Белое яйцо предприятие не производит. Сейчас на предприятии занимаются транспортировкой 45 тысяч особей молодняка, которые закупили в якутской птицефабрике весной текущего года. Здесь у нас 2 взрослых цеха и 1 молодняковый цех. Общая вместимость одного цеха 45 тысяч голов. Сейчас мы делаем пересадку с молоднякового цеха во взрослый цех в 11-й. Сейчас уже будет нестись мелкое яйцо. Мелкое яйцо – это самое диетическое яйцо, молотка несется и самое вкусное. Вот сейчас будем продавать, скоро пойдет разнос, мелкое С3. Узнай все о будущей профессии заранее. В Якутии в рамках приемной кампании ВСУЗы проводятся мастер-классы одновременно от 6 образовательных учреждений. О том, как проходит просветительская работа для абитуриентов, смотрите в следующем материале. В нынешней кампании было решено объединить колледжи техникумы по направлениям для проведения мастер-классов. Так, в Якутском индустриально-педагогическом колледже представители образовательных учреждений в сфере транспорта и судостроения рассказали будущим студентам о том, как будет проходить обучение, что их ожидает в студенческой жизни, а также на примере учебного автомобиля показали, как правильно проводить техосмотр. В первую очередь сейчас покажу, как проверить автомобиль перед эксплуатацией автомобильного транспорта. Прежде чем управлять машиной, нужно ознакомиться с рычагами управления. Далее потом открываем капот, проверяем уровни масла, охлаждающей жидкости, тормозной жидкости. После этого уже переходим к внешнему осмотру автомобиля, давление шин визуально. В Якутии в 42 организациях среднего специального образования выделено 6700 мест. Так, Сунтарский технологический колледж выделил 115 мест. Данное учреждение готовит сварщиков, электромонтеров, слесарей. Нововведение то, что в этом году было сделано тройственное соглашение между Сунтарским улусом и корпоративным университетом акционерной компании «Алроса», где наши студенты будут проходить практику и трудоустраиваться впоследствии. В этом году систему среднего специального образования коснулись изменения. Срок обучения по всем направлениям подготовки на рабочую специальность на базе 9 класса составит 1 год и 10 месяцев. Отмечается, что сокращение срока обучения повысит интерес к колледжам и техникумам среди абитуриентов. В том году мы решили по всем направлениям, которые у нас есть, объединить колледжи и техникум, чтобы продолжить работу по формированию и привлечению абитуриентов в систему среднего профессионального образования. Нам хотелось бы не только для абитуриентов эту работу проводить. Этот день могут посетить и школьники старшего возраста. Главная задача, чтобы мы могли показать те профессии и специальности, не просто им рассказать, а чтобы они попробовали руками эти профессии, которые мы будем преподавать в наших колледжах. На данный момент поступило порядка 20 тысяч заявлений от абитуриентов. Кампания по поступлению в средние специальные учебные заведения продлится до 15 августа. Наталья Николаева, Мария Кардашевская, Виктор Дьячковский, Якутск. Цветочный джем-2023 в Москве стартовал уже в 6-й раз фестиваль ландшафтного дизайна. Флористы из разных регионов страны украсили улицы и площади столицы. Тысячи цветов и деревьев высадили на 12 локациях. Посмотреть их можно круглосуточно в любой день. Оценить главный фестиваль московского лета отправились и якутяне. Подробности в следующем материале. Москва расцвела новыми красками. Столица встречает фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Висячие сады, благоухающие оранжереи, тенистые скверики. Всего на площадях и улицах Белокаменной было высажено 100 тысяч растений. Над каждым арт-объектом работали группы специалистов и флористов. Якутяне, которые гостят в Москве, тоже с удовольствием оценивают плоды трудов участников фестиваля. Мы
каждый раз, когда приходим в Москву, обязательно посещаем свою эту любимую Красную площадь, сердце России. И вот по пути на нашу Красную площадь мы очутились в цветочном рае. Здесь мы увидели такой вот прекрасный этот фестиваль, цветочный джем, который окружает всех нас натуральной природой. Здесь прямо изобилие цветов красивых. И, конечно, для гостей, для москвичей это всегда очень радостно. Площадь перед охотным рядом превратилась в этом году в настоящие цветущие барханы. Пестрые холмы возвышаются прямо на фоне кремлевских стен и исторического музея. Причем флористы старались использовать не экзотические, а наоборот всем знакомые травы и цветы. Вот и наши земляки увидели частичку Родины в самом центре Москвы. Особенность вот этого фестиваля, видимо, состоит в том, что не только показать экзотические цветы, но и здесь вот обычные наши полевые, вот хвощ полевой, обычные цветы, которые растут у нас на полях и на дачах. И вот сделано очень хороший ландшафтный дизайн. Фестиваль продлится до 11 сентября, а по окончании временные сады демонтируют, а все зеленые насаждения перевезут на новые адреса в городе. Уже не первый год москвичи обращаются в оргкомитет фестиваля и предлагают территории в своих районах для озеленения. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Москва. 18 августа в спортивном комплексе «Триумф» состоится международный турнир по ММА на призы главы Якутии Айсена Николаева и лиги ИГЛВС Хабиба Нурмагомедова. Сейчас у бойцов идут финальные тренировки. На одной из них побывал мой коллега Александр Хавренко. Больше года в Якутии не проводились крупные турниры по смешанным единоборствам. И поэтому внимание всех поклонников этого вида спорта приковано к турниру на призы главы Якутии. Любители боев ждут 13 зрелищных поединков с участием спортсменов из Якутии, Узбекистана, Таджикистана, Ирана и регионов России. Будет Узаир Абдураков в главном бою оспаривать пояс лиги, достойный сын Дагестана, представляющий республику Саха-Якутия. Это Абдураков Узаир, 279 килограмм будет драться. И в главном бою вечера тоже на 84 килограмм будет боец, представляющий школу Абдулманапа Нурмагомедова, это имам Шафи Мухтаров. Он будет оспаривать звание чемпиона с очень сильнейшим бойцом из Ирана. К турниру наши бойцы подошли в оптимальной форме. Сейчас тренировки проходят в более щадящем режиме. С каждым спортсменом работают индивидуально. Кому-то добавляют борцовские навыки, с кем-то больше работают над ударной техникой. Приходят поддержать и помочь и именитые якутские спортсмены смешанного стиля. Каждому подход индивидуальный. Для кого-то борцовские качества, для кого-то ударную технику ставим. Но я в основном работаю в сторону борьбы. Иван Федорович работает на ударную технику. Еще Борис Федоров, тоже боец, чемпион МФП, тоже помогает в подготовке. Все представители якутской команды ждут турнира с нетерпением и надеются порадовать зрителей яркими и зрелищными боями. Турниру подготовка хорошо, в команде, как всегда, прекрасно. Здесь все заряжены, каждый думает о своем бое. Атмосфера довольно-таки такая интересная. В следующий четверг у бойцов состоится взвешивание, а вечером 18 августа начнутся поединки. И, как говорят организаторы, зрелищные бои нас ждут уже с первого поединка. Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших выходных.